Следующий грех – это аль-хияна, предательство. То есть, когда тебе доверяют, и ты предаешь это доверие. Когда тебе что-то доверили, и ты сделал наперекор этому доверию, не выполнил то, что тебе доверили. Аллах Тааля говорит: «Ля тахуну Аллаха вар расуль», не предавайте Аллаха и его посланника. Аллах что-то вменил вам в обязанность, дал это как аманат, и значит мы должны это выполнять. «Инна арадна аль-аманата аля самавати валь арды валь джибаль». Мы преподнесли аманат, дали на выбор, возьмете ли вы его на себя, небесам, земле, горам. «Фаабайна ай яхмильнаха». И они отказались понести аманат, вот это доверие, на себе. «Ва ашфакна минха», и побоялись этого. Не просто отказались, а побоялись этого. «Ва хамаляха аль-инсан». Однако человек возложил его на себя. Он был залюм джахуль. Он был, говорит, залюм, по отношению к себе несправедлив, джахуль, невежд. Поэтому с легкостью взял на себя. И при этом мы видим, что большинство людей не выполняют то обязательство, которое взяли на себя. И поэтому Аллах говорит: «Ля тахуну Аллаха вар расуль». Не предавайте Аллаха и посланника. «Валя тахуну аманатикум ва антум та'лямун». И знаючи, не нарушайте то, что вы взяли на себя. Не нарушайте того, что вот эти аманаты, которые вам доверили, не нарушайте, будучи знающим. То есть просто иногда человек делает что-то, что нечаянно, по забывчивости или по каким-то другим причинам. Но если ты делаешь это, понимая это, что ты нарушаешь, то это является большим грехом. «Ва анна Аллаха ля яхдиль кейдаль хаинин». Поистине Аллах не помогает козням предателей. То есть Он обязательно, если ты предаешь, Аллах обязательно раскроет это и покажет всем. Потому что Аллах говорит: «Ля яхдиль кейдаль хаинин», не ведет путем, правильным путем козни предателей, а обязательно их раскроет и покажет. «Инна Аллаха ля юхиббуль хаинин». Поясни, Аллах не любит предателей. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля имана лиман ля аманата лях». Не будет полноценным иман того, у которого нету аманата, которым люди не доверяют. И даже одно из признаков судного дня, то, что люди будут говорить, то есть до того вот это пропадет аманат, что люди будут говорить: в такой-то деревне такой-то человек живет, ему можно довериться. То есть нету никого. И один из тысячи, один из миллионов там вот известен, что ему можно довериться. «Валя дина лиман ля ахдаля». И нету религии у того, кто не выполняет своих договоров. То есть если заключил договор, подписался под это, и потом не выполняешь без причины, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ля дина». Нету религии у такого человека. Нету религии полноценной у этого человека. То есть в первом идет отрицание имана, в втором идет отрицание религии. Отрицание имана, то есть тут имеется в виду полноценности имана. Не иман, который является основой, а иман, который является ваджибом. У нас есть два вида имана. Это иман основа, это вера в Аллаха, вера в посланника, в то, что они говорят. Есть иман, который является ваджибом, несовершение которого приводит к тому, что твой иман неполноценен. Твой иман неполноценен, и по причине этого ты заслуживаешь очищения в огне. Вот основа тебя приведет в конце пути к краю, но возможно, или ты получишь прощение Аллаха и войдешь в рай, или же ты не получишь прощения Аллаха, да, и получишь наказание в огне по мере того, что ты совершил.
И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, не войдут в рай такие-то, и упоминает грех, это имеется в виду, или же не войдут из первых, из числа первых, тех, у которых праведных дел было больше, чем грехов, потому что у нас праведные дела часто являются причиной прощения грехов. И, кстати, вот это тоже от искренности зависит. Насколько искренним, насколько правильным было сделано дело, одно дело может быть каффаратом, причиной для прощения другого дела. В первую очередь маленьких грехов, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, 5 намазов прощается то, что между ними совершено. Прощается то, что между ними совершено. Это имеется в виду маленькие грехи. Но искренность, если больше будет, то это может хватить и на большие грехи. А если искренности вообще не будет, даже для маленьких грехов не будет это прощение. И даже за это поклонение ты получишь грех. А если искренность будет, и ният будет правильным, то это станет прощением маленьких грехов и может стать прощением больших грехов. 5 намазов от джумга до джумга, от рамазана до рамазана. Естественно, каждое поклонение, не все грехи маленькие прощает, а какой-то вид только. Поэтому не было бы смысла говорить то, что между 5 намазами, то, что между пятницами, то, что между рамаданами, если бы не было бы прощения разных грехов, а было бы прощение всех грехов. Достаточно было сказать то, что между 5 намазами также. Вот. А раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на разные поклонения, значит прощаются разные грехи. Не все грехи, разные грехи. Но при этом, как Ибн аль-Кайим говорит, совершая дело, это может стать прощением, может не стать прощением вообще ни для каких грехов, может стать вообще само дело греховным, или может стать прощением для маленьких грехов, и в зависимости от искренности может стать прощением для больших грехов. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аятуль мунафики салясун». Признаки лицемеров 3. «Иза хаддаса кязаба». Если он говорит, то лжет. То есть нету в его словах правды. Он лжет. И ложь, оно ведет к грехам. А грехи ведут в огонь. Правдивость ведет к праведным делам. Праведные дела ведут в рай, как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Иза хаддаса кязаба». Если он говорит, то лжет. «Ва иза ва'ада ахляфа». Если обещает, нарушает. «Ва иза тумина хана». Если ему доверились, то предает. Вот. Это признаки лицемерия. Лицемера амали, то есть в делах, от которых мусульманин должен быть далек. Или, естественно, вот это предательство аманата, которое тебе доверено, бывает разными. И предательство в каком-то маленьком деле не равноценно, как предательство в семье человека, его имущества, или когда человек совершает какие-то большие грехи. Например, человек может совершить зина с женщиной, которая живет далеко от него. И может совершить зина, прелюбодеяние с женщиной соседа, женой соседа. Оба большими грехами являются. Однако совершение прелюбодеяния с соседом, с женой соседа, это намного больше грех. Даже в 10 раз там вроде бы, кажется, указывается. То есть намного больше. Грехи, даже если совершается одно и то же дело, они не одинаковые, а различаются. Это всегда надо понимать. И также предательства, они различаются. Как, например, прелюбодеяние старика и прелюбодеяние молодого человека. Оба совершили прелюбодеяние, однако прелюбодеяние старика выше грехом является, чем прелюбодеяние молодого человека. Потому что у старика уже нету причин, меньше причин стало для того, чтобы совершить этот грех.
Например, ложь правителя и ложь простого человека. Ложь правителя выше, нет у него причины для лжи. И так у него в руках власть, но он врет. То в этом случае, или, например, гордость, высокомерие бедняка и высокомерие богатого человека. Высокомерие бедняка выше грехом является, чем высокомерие богатого. У богатого есть какие-то причины для этого, а у бедняка меньше этих причин, но он все равно проявляет высокомерие. Его грех больше, чем это. И вот грехи, они вообще по-разному. У нас благие дела увеличиваются в качестве и в количестве. Грехи, они увеличиваются только в качестве. Как об этом нам сообщил Аллах. Инна Аллах китабаль хасанати ва сайят. Аллах записал хорошие дела и плохие дела. Сумма байяна далик. Потом объяснил это. Ман хамма биль хасанатин. Тот, кто вознамерился сделать какое-то благое дело. Фалям я'мальха. И не сделал это. Вот ты хотел благое сделать, все у тебя намерение, опять же возвращаемся к чему? К намерению. Есть у тебя намерение сделать это, но не получилось. На автобус не успел. И пропустил там намаз, например. Не проснулся, будильник не зазвонил. На утренний намаз не проснулся. Или зазвонил, но ты так устал, что не смог проснуться. Причина была, и ты не смог это сделать. То Аллах запишет, что ты сделал это. Как будто ты совершил одно благое дело. Это щедрость Аллаха. Но мы увидим щедрость еще больше, если совершим это. За каждое благое дело минимум 10 записывается. Дал 1 рубль, запишется 10 рублей. Садака. Вот так. И это минимум 10. Иля саб'ами атин, Аллах говорит, до 700. До 700. Или ад'афин кафира, и выше, больше. Ваман хамма бисайиатин. А тот, кто хотел совершить грех, фалям я'мальха, и не сделал его. Побоялся Аллаха, как ученые говорят, условия поставили. Не потому, что там не смог, мода прошла. Или там закрыли, оказывается. Или еще что-то. А потому что побоялся Аллаха то Аллах запишет, как будто ты совершил благое дело. И опять же повторяем, это не значит, что надо придумывать грехи, намереваться их сделать, а потом отказываться от этого. Нет, это имеется в виду, если появилось такое желание каждый день появляется у человека. Невозможно, чтобы у человека не появлялось бы желание совершить какой-то грех. И ты оставляешь этот грех ради Аллаха, у тебя есть ният оставлять грехи ради Аллаха, значит, ты будешь получать за это награду. А если ты это сделаешь, Аллах запишет только 1 грех. Но, естественно, его качество зависит от обстоятельств. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.